я Далачоев Сунат Махмудшоевич, брат, которого сейчас задерживают, Евтаков Табоймурод. То, что он должен был выйти 13 число января 2016, а вместо него вышел другой человек. Ну, как бы и вместо него вышел другой человек, я 13 число не мог его встречать, а на 14 число 21:00 я забрал его и из этого отделения Войковского, ну, метро Войковского, МВД. И, короче, дознаватель сказал, чтобы я на завтра утром в 10 часов привез его и еще раз там показания брали, и потом его отпустили. Они там сказали, что он совершенно свободен. Вот 15 число, 11 часов было где-то днем. Я поехал туда, они у меня показания брали, то, что я знал что-нибудь. Я вообще-то к этому ничего не имел значения, то, что они там побег или что они устроили. И брат мой тоже к этому не был приучасен. И вот, там, следствие прошел час, я сидел там, показания с меня брали. Когда я вышел, не было брата. И все. Я спрашивал, ходил, бегал, спрашивал, где он находится, может, его забрали куда-то. А никто мне не говорит, где он находится. В окончании я его нашел в кабинет там, у следаков. Нашел его. И все. Они сказали, подождите, дело передали другому человеку, другой дознавателю. Мы дождались этого дознавателя до 6 часов вечера. Когда он приехал, сказал, я его задерживаю на 48 часов. А 48 часов прошло, я поехал опять в это отделение, они мне никакого информации не дают, не говорят, что где он находится. И я спрашивал, сколько раз, он мне говорит, дознаватель отвечает на мои вопросы, то, что я не должен ничего тебе сказать, информации никакого я не должен тебе сказать. И все, после этого я не знаю, где он находится, что он делает, где он сейчас вообще в это время. Когда 14 число я его забрал, он очень сильно был побит. У него синяки, все. У меня все есть в телефоне записано. Все могу показывать, доказывать. Значит, ваш брат Табоймурод? Да. 93-го года рождения, урожден Душанбе. Да. Он находился по 318 статье, значит, неподчинение сотрудников полиции. Да. Значит, суд принял решение 13 января освободить. Да. Вы ждали, значит, ваш брат будет на свободе. Меня Но не было. в средстве информации я прочитал, что ваш брат, это заговор, договаривались между собой с Одинаем, который совершил побег, используя фамилию вашего брата. Якобы он использовал паспорт вашего брата. А паспорт у него не был. Справка о освобождении. Просто у него вообще паспорта не было до того, что его закрыли. Он без паспорта был. Он потерял свой паспорт, его закрыли без паспорта. А у него вообще паспорта не было. Вы когда встретили своего брата в 21:00, 14 января, это был вечер, уже ночь, темно. Да, ночь, темно. Что он вам говорил? Он мне еще ничего не говорил. Сказал, я к этому не приучайся, я ничего не знаю вообще. Но он был побит. Как он узнал, что второй товарищ, второй гражданин Таджикистана, Одинай Мавов, совершил побег? И когда подошли к нему сотрудники там исполнения наказания, сотрудники, имею в виду, СИЗО номер 5, это связано по адресу Водный стадион, улица Выборгская, да? Да. Какие-то претензии имели к нему? Или буквально загнали его в камеру и начали бить его? Претензия к нему была то, что он устроил побег, его загнали в камеру, его очень сильно побили. И когда он вышел, 14 числа, он был очень сильно побит, у него синяки и позвоночник у него болел, он ходить не мог нормально. И сколько дней он с вами находился дома? Он со мной находился буквально часов 12 максимум. 12 часов он находился со мной, только ночью. Вот ночью я его забрал, утром я его отвез обратно. А как вы ехали назад, вам что, звонили сотрудники полиции? Мне звонил, не сотрудник полиции, а дознаватель звонил, сказал, чтобы я приехал. Они мне ночью сказали, чтобы я завтра утром приехал. А я на завтра утром, они мне еще звонили, сказали, приезжайте, мы показания берем с тебя и отпустим вас. Он совершенно свободен. Он показания дал, что он ни при чем тут. И все.
И в конце, когда мы поехали, его задерживали, все. Хорошо. Вы приехали назад куда? Ну, в этой... В пятом сезоне. Не в пятом сезоне. Метро МВД, метро Войковская, да, по Московскому району, там, ну, Вы знали этих сотрудников? сотрудников нет. Я В лицо помните? Да, конечно, помню. Вы были в кабинете, да, у них? Да, в кабинете, там 220-й кабинет У был. вашего брата на тот момент тоже не было паспорта. Нет, не было у него вообще паспорт, не был, только выписка, который из СИЗО выходил, вот только этот был на руках. И все, больше ничего не было. Но в средстве массовой информации говорят о том, что ваш брат причастен. К тому, соответственно, вот два человека договаривались, должны были, значит, один другому обещал большую сумму денег. Это правда? Нет, это неправда. Видите? А вы не думаете, что, может быть, господин Одинаев, в данный момент он уже задержан в Москве, он договаривался с сотрудниками полиции, скорее всего, отпустили вместо вашего брата? Ну, я этого информации не знаю, не могу ничего сказать. Но только я хочу сказать, что вот сотрудники вот СИЗО, куда смотрели, как они упустили человеку, как они отпечатки пальцев брали, а там же показывает то, что это не тот человек. Если пальчик поставил, там же показывает, что это не тот человек. Вот он сколько КПП прошел, как его не заметили? Значит, купил, он обещал, значит. Ну, может, и обещал что-то. Это Обещал вообще. да. В настоящее время, значит, место вашего брата неизвестно. Да, в настоящее время я не знаю, где он находится, что он, как он, жив или нет, потому что он 15 часов вышел, он был очень сильно побит. Я думаю, что его и У вас на телефоне были вот с ними, можете посмотреть? Да, телефон был уже. Ну, еще что от нас хотите вы? Что хотим? Хотим, чтобы вы как бы помогали как-нибудь там по этим. Чтобы в поиске вашего брата. Да. Вы не исключаете вариант, ну, я думаю, что ваш брат обратно будет отправлен в СИЗО. Ну, я как бы... Они не должны. Если вашего брата не отправят в СИЗО, тогда надо посадить вместо вашего брата 2 сотрудников исполнения наказания. Ну, как еще? Исходя из того, что вашего брата отпустили, скорее всего, за это отправили 2 людей. Куда он поедет? На тот момент еще господин Одинаев, бывший заключенный, или нынешний задержанный, он где-то, соответственно, находился. Может быть, ваш брат хотел к нему поехать, поэтому вы отпустили. Нет, мой брат вообще не хотел. Я сам... Не ваш брат, сотрудники об этом мечтали. Думали, ну, поедем за вашим братом. И, скорее всего, отвезете туда, где вот. А вы где в эту ночь находили? По какому адресу Москвы? По какому адресу? Сходнинский район, по-моему. Там, где вы живете, да? Да. И ваш брат находился все время Да, с со вами. мной. И мы вот до дома доехали. Вроде фото, как его избили. Вот это фотографии, да, вашего Да. брата, да? Да. А это вы сняли где? Это я снял дома все это. Вот я смотрю, вот здесь я смотрю, вот в соцсетке, да. Да, вот. Это ваш брат, и то, что Да. вот, я У него смотрю. повреждения. тоже Вот это раз, тело, два, так 3, что- да. А чем ее убили? Ну, не рассказывал? Ну, электрошопом и рукой. То, что Руками синяков били, не да. осталось, вот этими местами. Но он знает, кто ее убил? Или люди были в масках тоже? Люди были в масках. А когда ее убили, а что с ним требовали? Они требовали, чтобы он сказал, Где он сейчас. находится, куда он поехал? Да, чтобы он признал, что он его отпустил, и это он Спасибо. все это устроил. Но это не так было. Он отказывал. То, что не было у него, он не делал, он отказывал. И все, они побили его. Вот вашего 2 брата, сутки. вашего брата 6 месяцев назад арестовали за неподчинение сотрудников полиции. А что там произошло на самом деле? Может, он проходил мимо, показал документы, он не показывал. Или сопротивление на самом деле было вашего брата? Ну, как бы, Он кого-то толкнул. там. случайно. Как? Случайно он, как бы, его закрыли, когда... А где это произошло? В Сорнинский район. В метро, там рядом. Не, вот Я- это, Вин. улица Новоподрезкова. Новоподрезкий. Там остановили сотрудника ДПС, Да, там рынок, ДПС. там русский рынок в субботу-воскресенье пройдет, каждую Мгм. неделю. Туда он заезжал на машине, мы вместе были. И мы там проезд, там надо проезд за 50 рублей платить. Мы вместе заезжали, там не заметили, что там за проезд. Нет, вы видели, когда он толкал, это толкнул сотрудника полиции, или не было такого? Да, там такого особо не было, Не, ну, не. руль. А за что его остановили? За то, что у него паспорта нет?
Не, за то, что сперва начали драка с этими, как Была охранниками. драка там. Да, с охранниками. Ну не драка там, особо там. Ну, сотрудники Да, чего? за проезд. И они позвали там сотрудники, находились в рынке. Они там стояли. Сотрудники да, полиции. сотрудники полиции были в рынке, да. А им через рацию передали, что там, ну, такая, давайте приезжайте сюда. Они приехали туда и начали там его в наручники сразу. Я тоже вместе с ним был. А меня это не взяли, его с наручником руку там сильно зажали. А ему больно было, он сказал, что откройте мне наручник, хотя бы чуть-чуть раскройте его, чтобы мне больно, он на спине его так сделал. Он его присадили в машину, сперва ему потом начали ему, сотрудники вот этого рынка, которые охранником работали, ему набрызгали в глазу баллончиком. Используя газовый баллон. Да, газовым баллончиком набрызгали ему в лицо, а ему как-то уже сильно А больно в суде было. вы были, когда суд был, Алексей Николаевич? Да. А что там требовал прокурор? Сколько лет посадили? На год, на 2? Ну, они вообще-то хотели на 4 года. Ну, наш адвокат работал, как бы 6 месяцев. Ну, они как бы на год хотели конкретно. Ну, 6 месяцев не дали. Мы думали, что его отпустят, и не отпустили. Сотрудник полиции сказали, что у нас претензий нет никаких. Они были в суде, Да, сказали, они что сказали, претензий претензий нет. нету. Ну, кстати, это 318, это уже сопротивление сотрудников власти. Ну, уже как бы дело открыто было. Хорошо, я вас понял. Спасибо.